Доброго времени суток. Сегодня хочется рассказать про тонкие тела человека, про 7 тонких тел основных, которые идут по позвоночнику. На самом деле тонких тел гораздо больше. Человек — это очень сложное, так сказать, многоуровневое создание. И каждое тело человека связано с определенным миром, с определенным измерением в мире. И полностью пробудившийся человек может именно путешествовать и жить осознанно в этих мирах. На самом деле чакр и тонких тел гораздо больше, как и измерений. В некоторых традициях, например, говорят про 13 верхних чакр и тел. Также, например, в индуистской традиции говорят про нижние чакры, тала-чакры, да, это 7 нижних чакр нижнего мира. На самом деле человек, как очень сложное многомерное существо, имеет в себе возможность сочетать вот эти все измерения, начиная от верхних миров, средних миров и нижних. И в каждом человеке есть вот эти все тела и чакры, и вот мы называем это душой, да, духом, выделяем особенно только физическое тело, на самом деле, вот, в нашем трехмерном сознании, да. Но на самом деле мы очень сложно устроены, каждый человек. Так, давайте пройдемся по всем 7 основным тонким телам, которые идут по позвоночнику. И нужно в первую очередь понять, что вот эти все чакры, эти тонкие тела, они связаны очень тесно с органами, да, то есть с медицинской стороны они связаны с нервной и эндокринной системой. Ну, физическое тело мы все знаем, мы все понимаем, оно у нас как бы это самая главная, последняя инстанция, до которой, например, доходит болезнь, да, то есть всегда болезни начинаются в тонких телах, да, как пробои. То есть все тонкие тела мы называем одним словом как аура, да, биополе. И когда идут пробои, они начинаются с тонких тел и спускаются уже по тонким телам к физическому телу. То есть проявление болезни — это самая последняя инстанция. Так, идем дальше. Ну, эфирное, да, эфирное у нас тело, оно покрывает как оболочка, да, тело где-то на уровне 2 сантиметров. И отвечает за все энергетические процессы, то есть всю обработку праны, жизненной энергии, да, которую мы берем, соответственно, от еды, от природы, от солнца, от земли и так далее. И вот если говорить про смерть человека, то эфирное тело, оно исчезает на 9-й день. Поэтому делают специальные, да, мероприятия тоже на 9-й день. Так, идем дальше. Астральное тело. Астральное тело у нас выходит во время сна, да, в основном. Но так как у людей, которые спят, астральное тело тоже спит. Оно особо никуда не выходит, либо если выходит, то там ходит по тем же местам, так как астрал — это измерение, которое полностью идентично нашему, просто это энергетическая копия нашей реальности с вами. А те, кто пробудился, у них астральное тело путешествует, да, начинает путешествовать по 3 мирам астрала, это верхние, средние и нижние миры. Это огромные миры.
и очень густонаселенные, я вам скажу. И астрал можно увидеть и днем, не обязательно во время сна. У тех, у кого открывается третий глаз, они начинают видеть астрал днем. То есть все, что вот происходит, да, в тонком мире, можно увидеть и в реальном. Идем дальше. Ментальное тело. Ментальное тело, оно у нас это тело разума и мыслей. И связано вот с шестой чакрой, аджной, с как раз третьим глазом. И ментальное тело тоже исчезает, да, ну вот астральное тело исчезает через 40 дней, а ментальное держится чуть дольше, ну почти 90 дней. Идем дальше. После ментального тела у нас идет казуальное. Казуальное — это тело кармы, да, кармическое его еще называют. Кармическое тело — это тело прошлых жизней и всего вот этого духовного опыта. То есть все прошлые жизни можно увидеть через казуальное тело, можно прочитать. Это все вот прямо записано, да, как хроники. И вот путем, например, регрессивного гипноза можно прочитать всю информацию, просмотреть все прошлые жизни. Так, идем дальше. Да, и казуальное тело, кстати, не умирает. То есть оно относится вот к той части вечной души, которая живет вечно. Так, идем дальше. Будхическое тело. Да, будхическое тело — это тело интуиции. Это как бы духовное сознание. Да, то есть все, что вот вам говорит интуиция, передает, это все вот будхическое тело. Вас защищает, сопровождает и помогает, да, так скажем. И атмическое тело от слова атман, да, это искра Бога, то есть это высшее я. Вот мы все говорим про высшее я, это ваша самая высшая форма духа, да? Соответственно, это дух, который связан с Богом, это его искра. И тут нужно понимать, что если вы откроете после пробуждения вот этот чакру Сахасрара, самую верхнюю чакру, то у вас как раз начнет работать вот атмическое тело, атман ваш, и будет вас сопровождать. То есть всю информацию можно как бы брать напрямую, да, с этого тела. Так, это были 7 главных тел, которые они расположены вдоль позвоночника. И все связаны чакрами. И в чем различие, да, вот как раз людей спящих, которых большинство на самом деле на Земле, и людей пробудившихся. Вот у нас канал про пробуждение, поэтому мы обсуждаем вот эти темы. Именно то, что вот эти все тонкие тела, они пробуждаются. То есть человек начинает жить в этих других измерениях, путешествовать там, уже, ну, используя свои тела, да. Спящие, они живут только телом физическим, даже не подозревая о том, что наш мир, он огромный, многомерный и прекрасный, и густонаселенный, еще раз скажу. Так, спасибо большое, хорошего всем дня, до свидания.